Когда-то еще в XVIII веке отец сибирской истории Герард Фридрих Мюллер говорил по поводу того, что главнейшим народом Сибири являются сибирские татары. То есть уже, можно сказать, в это время, первая половина XVIII столетия, он уже идентифицировал их как сибирских татар или татар. Что касается других исследователей, тоже участников великих академических экспедиций, то они очень часто называли, опять же, сибирских татар и группы сибирских татар по наименованию местности, откуда они родом, например, допустим, Бараба или, вот, допустим, Тюменек и так далее. Вот такие, получаются, этнографические группы. Кто такие сибирские татары? Вопрос, конечно, здесь такой этнографический и связан с вопросами происхождения, естественно, конечно, этого народа, как считают одни исследователи. Некоторые считают это частью большого татарского этноса. Ну, тут различаются подходы. В основном подходы школ, Омской школы этнографов и Казанской школы этнографов. Ну, это чисто, получается, такие вот исторические моменты истории науки. Здесь мы говорим по поводу того, что не можем обойти вниманием тот момент, что сибирские татары являются коренным населением территории Западной Сибири, и, как большинство исследователей считает, формирование их начинается еще в середине первого тысячелетия нашей эры. Во многом, конечно, в основу сибирских татар легли автохтонное население, местное население территории Западной Сибири, автохтонные культуры. Естественно, конечно, с наслоением тюркского населения, которое волнами шло на территорию Западной Сибири. Всего их было несколько волн, связаны они с образованием тюркских каганатов. Далее мы говорим по поводу, и несколько ранее, вернее, по поводу великого переселения народов. Несколько позже это, опять же, движение, связанное, опять же, с кыпчаками. То есть тюркизация происходила здесь, вот на этой территории, достаточно постоянно. И в итоге всех этих вот процессов сложных образовался народ сибирские татары, которые сформировались именно на этой территории, которые являются тюркским населением данной территории. В настоящее время исповедуют большинство ислам суннитского толка и проживают в административном отношении на территории нескольких административно-территориальных образований. В настоящее время это территория Тюменской области, Омской области, Новосибирской, Томской и Кемеровской областей. Вот тут и проживает коренное татарское население, сибирское, то, что мы, собственно, и называем сибирскими татарами. Ну и, естественно, конечно, когда мы говорим по поводу сибирских татар коренных, тех, кто формировался на этой территории, то здесь мы не можем обойти, конечно, и без демографических показателей, без цифр. По подсчетам видного отечественного этнолога Николая Аркадьевича Томилова, количество населения, получается, собственно, тюркского в конце XIX столетия, оно насчитывало в целом около 38 тысяч человек, несколько меньше. Что касается переселенцев из Поволжья, то это было, по его подсчетам, в середине XIX столетия около 700 человек. Но тут, конечно, мы не должны забывать о том, что активные общения, активные передвижения между Сибирью и Волгоуралем, они происходили в течение столетий. И, естественно, конечно, что ни Сибирь, ни Волгоурале не были такими замкнутыми пространствами. Дело в том, что, естественно, конечно, что татары, это тюрки, это кочевники, занимались и затем и полукочевым скотоводством, занимались. И, естественно, конечно, передвижение, это, естественно, конечно, это был постоянный их путь. Возвращаясь к цифрам, то мы говорим по поводу того, что поволжско-уральские татары активно начинают переселяться уже в преформенный период, и уже по переписи 1897 года довольно-таки большая группа переселенцев оказывается на территории Западной Сибири.
часть устремляется в Восточную Сибирь. Но нужно сказать, что территорию Восточной Сибири переселенцы начинают осваивать уже в большей степени, конечно, в начале 20-го столетия. Это в результате Столыпинских реформ. И часть, проходя, опять же, в Среднюю Азию, в Казахстан, на территорию Восточной Сибири, оседает на территории, опять же, Западной Сибири, поселяясь либо отдельно, либо же вместе с сибирскими татарами, активно с ними контактируя. Следующая такая волна переселения, она относится уже к началу 20-х годов 20-го столетия, и связана она с голодом в Поволжье. Ну и самая такая, наверное, большая группа мигрантов – это уже вторая половина 20-го столетия. Связано это было уже с освоением нефтегазовых месторождений. Татары из Поволжья, из Приуралия, с территории современного Татарстана и Башкортостана, они направляются вот в Сибирь, прежде всего, конечно, в Тюменскую область, на север, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, и становится уже, оседая здесь, на этой территории, становится уже, можно сказать, местным населением. Многие остаются, уже не возвращаются, и в настоящее время на территории Западной Сибири насчитывается около 600 тысяч человек татарского населения. То есть это очень такая большая группа. Что касается, собственно, коренных сибирских татар, которые здесь формировались, которые здесь проживали до прихода сюда, опять же, татар-мигрантов, то число их, конечно, трудно сейчас определить конкретно, вот, с точностью, но вот по подсчетам, опять же, исследователей, примерно около 200 тысяч человек на территории, опять же, вот тех округов, которые я перечислила, имеется в виду административно-территориальных округов, областей, регионов.